Сегодня я бы хотела на частную жизнь говорить, о том числе о праве на выбор одежды, особенно по праву женщин на ношение той или иной формы одежды. На прошлой неделе со мной связались женщины, которые носят хиджаб, и меня попросили, чтобы я, как представитель женского пола, затронула эту тему. К большому сожалению, в Таджикистане форма одежды женщин с каждым днем подвергается все новым ограничениям. К тому, что запрещено ношение хиджаба, в последнее время начали обязать одевать юбки определенной длины. Со стороны местных органов, совместно с правоохранительными органами, проводятся рейды против хиджаба. В отношении их применяется психологическое давление, и в некоторых случаях применяются физические силы. Этим они нарушают конституционные права граждан. Представители делегации из Таджикистана на прошлой неделе в своем выступлении опровергали факт запрета ношения хиджаба в Таджикистане, отметив, что со стороны правительства нет нормативных актов, запрещающих ношение определенной формы одежды. У меня на руках немало фактов, которые я могу предоставить. В 2018 году к женщине, проживающей в 20-м районе города Худжанда, проходила к ней домой участковый работник внутренних дел города и оказались на нее психологическое давление, чтобы она сняла платок. Кроме того, ее несколько раз вызывали в местный отдел внутренних дел и оказывали давление. В этом же году на рынке Паншамбе города Худжанда проводилась рейды против хиджаба и преследовали местные власти совместно с работниками милиции, буквально ловили женщин в хиджабе и снимали с них платки и заставляли переодеваться. Аналогично же такая же история случилась в августе на рынке города Исфары, Сагдийской области. В августе месяца 2018 года в здании Хукмата Шухмансора города Душанбе в отношении Нилюфар Раджаба, дочери политзаключенного Рахматулло Раджаба и сестра журналиста Шухрат Рахматулло, было применено питка и качество оскорбления, давления за то, что она является сестрой предателя Родины и дочери экстремиста-террориста, и отказали предоставлении гуманитарной помощи для несовершеннолетних детей за то, что она носит хиджаб. Таких случаев в Таджикистане много, которые не стали достоянием. Я хочу обратить внимание, уважаемые модераторы и участвующие, в Таджикистане имеется и существуют несколько таких фирмы биржи труда. Они не заставляют женщин отправлять в Саудовскую Аравию. И там они подвергаются к питкам, насилию и оказываются в конце в рабстве. А в соцсетях таких было немало. Я приведу вам пример. Такая была Нурбиби Мансурова. Извините, ваше время закончилось. И Шамсия Асамнушова. Спасибо большое. Спасибо большое. Next speaker is... Далее